Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии информационная программа «Республика». В студии Елизавета Хмелева. Разговор по существу. С итогов социально-экономического развития республики за 9 месяцев начал сегодня первое заседание экономического совета глава Чувашии Михаил Игнатьев. Напомним, новый совет при главе республики был создан в этом году в начале августа. В состав совета включили представителей всех органов исполнительной и муниципальной власти, руководителей фракций Госсовета Чувашии, представителей общественных организаций и бизнес-сообщества. Михаил Игнатьев отметил, что экономический совет должен стать дополнительной площадкой по оценке действующих государственных программ. Основная задача, которую ставят перед собой члены совета – рассмотреть стратегические направления и проблемные вопросы в социально-экономической политике Чувашии. В сравнении с регионами Приволжского федерального округа наша республика по основным показателям социально-экономического развития, таким как оборот розничной торговли, реальная зарплата населения, занимает лидирующие позиции в Приволжском округе. Индекс промышленного производства у нас вообще максимальный в ПФО. Последние 9 месяцев показатель его роста не менее 10%. Все эти результаты нашей, конечно, общей работы – это эффективное взаимодействие исполнительной, законодательной и местной властей, бизнеса, работодателей, которые действуют ответственно и публично. Хотя споры у нас всегда они были и будут. И вот как раз это дискуссионная площадка, где в споре должна рождаться истина. Мы должны принимать справедливые решения. Нам надо сохранить этот темп, потому что у нас разная база с ведущими регионами. И чтобы сокращать отставание, чтобы начать догонять их, мы должны темпы где-то в 3-5 раз больше делать, чем эти регионы. Поэтому вот если эти темпы сохранятся, тогда у нас есть шанс начать сокращать отставание, увеличить тем самым налоговую базу и так далее. Экономике республики, несомненно, помогли предприятия-лидеры, такие как Шумерлинский завод спецавтомобилей, Промтрактор «Вагон», Ядрин-молоко, предприятия «Сеспель», «Аконт» и многие другие. В целом 21 организация промышленного комплекса Чувашской республики превысила миллиардный объем отгрузки продукции, то есть мы говорим, что они являются членами клуба миллиардников. Стоит отметить, опять-таки, что за аналогичный период прошлого года таких членов клуба миллиардников было 18, за 2010 год 15. По данным Минэкономразвития России, Чувашия входит в число 8 регионов страны, которые наиболее эффективно реализовывали в 2011 году программы государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Сегодня очередные победители конкурсного отбора бизнес-планов получили из рук главы сертификаты в размере 300 тысяч рублей на создание собственного дела. Государственная поддержка субъектов малого предпринимательства, особенно в инновационной сфере, имеет очень большую роль. За период 2011-2012 года различными мерами господдержки воспользовались 80 субъектов малого и среднего предпринимательства. Поддержка составила более 53 миллионов рублей. Это приносит и социальный эффект. Растет количество рабочих мест и уровень заработной платы. Галина Титарчук, Николай Яковлев, Республика. С сайта Минздравсоцразвития Чувашии убрали баннер голосования «За» или «Против» строительства в центре Чебоксар многофункциональной поликлиники. Вчера вечером на общественных слушаниях стало ясно – ситуация разрешилась наилучшим образом. Правда, сначала участникам слушаний пришлось понервничать. Главные действующие лица задерживались на градостроительном совете, где тоже обсуждали оба проекта. И Минздравовский медицинский центр площадью 6500 квадратных метров, и предложенные городом жилые дома со встроенной поликлиникой площадью около 2000 квадратов. Настроенные категорически против жилых домов, пожилые жители центра города сердились на представителей столичных и районных властей и вспоминали, что открыть поликлинику обещали еще в прошлом году. 12 июля 2011 года. В настоящее время администрацией МУЗ «Центральная городская больница» проводятся ремонтные работы. Ориентировочные сроки открытия поликлиники – август-сентябрь 2011 года. Припомнили все. И то, что добраться до строительной поликлиники для пожилых проблема. И то, что там тесно и неудобно, поскольку она работает с нагрузкой вдвое больше нормы. И то, что к специалистам надо записываться за несколько недель. И то, что в центре города ведется активное жилищное строительство и куда девать новых пациентов. К счастью, страсти не успели накалиться. По лицу вошедшей в зал Аллы Самойловой можно было догадаться, что все решилось наилучшим образом. Решение градостроительного совета оставить здесь строительство медицинского центра
Может быть, просто в другой интерпретации того проекта, который мы, в общем-то, представили. Ну, я думаю, что на этом наше обсуждение может быть закончено. Нет. Сейчас мы всем дадим слово. Сейчас все покажем. Сейчас все покажем и все расскажем. На сегодняшний день подписан указ президента Российской Федерации о праздновании 550-летия города Чебоксары и столетия чувашской автономии. И в этом указе предусмотрены реальные федеральные средства для реконструкции учреждений, в том числе города Чебоксары и Чувашской Республики. Министерство здравоохранения выставило как возможный объект для реконструкции это вот комплекс зданий, который находится тут рядом с нами, то есть это поликлиника и родильный дом. И на самом деле, то есть появилась реальная возможность найти финансовые средства и построить здесь существующий медицинский центр. Главный архитектор Чебоксар Александр Шевлягин пояснил, жилые дома с обременением в виде встроенной поликлиники городские власти предлагали построить из соображений экономии. Этот проект делался тогда, когда не было средств. Если на сегодняшний момент средства у бюджета появляются, то никаких противоречий в этом нет. Новость, что и говорить, приятная. Однако участники слушаний так просто не сдались. Министру здравоохранения напомнили, что в центре города очень много пожилых пациентов, нуждающихся в регулярной госпитализации. А со стационарами в городе проблема. Мест в них не хватает. Геронтологических отделений вообще нет ни одного, только амбулаторно. Министр Алла Самойлова ответила, что есть возможность изменить проект и весь комплекс вводить в строй поэтапно, что позволит решить наиболее острые проблемы. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика. Прогулка по столице. Сегодня в Чебоксарах с однодневным визитом побывал архитектор мирового уровня Хосе Асибильо Марин. Вместе с ним по городу гулял глава администрации Алексей Ладыков. Хосе Асибильо – один из крупнейших специалистов по градостроительству. Он готовил Барселону к Олимпийским играм 1992 года. Сегодня он генеральный директор агентства по городскому развитию Барселоны и по совместительству главный архитектор студии «Офис архитектурных систем», расположенной в Швейцарии. Асибильо уже выступил в качестве консультанта по вопросам развития таких российских городов, как Екатеринбург, Краснодар и Казань. Экскурсию по набережной Чебоксарского залива для Хосе Асибильо провели глава администрации столицы Алексей Ладыков, начальник управления культуры Алла Салаева и главный архитектор Александр Шевлягин. По словам профессора архитектуры, проблемы у большинства российских городов похожие, а вот пути решения должны быть индивидуальными. Ситуация типичная. Мало обустроенных набережных и транспортных развязок. У городов с вековой историей еще одна проблема. Надо сохранить исторический центр и в то же время развивать жилищное строительство. Не везде это удается, и тогда города теряют свою индивидуальность. По мнению Хосе Асибильо, при формировании населенного пункта надо учитывать так называемую городскую географию с разделением пространства на зоны. Столица готовится к своему 550-летию, и консультации со специалистами такого уровня, несомненно, помогут улучшить архитектурный облик столицы. Подробности в очередном выпуске информационной программы «Республика». Экологическая безопасность и безотходное производство в химической отрасли. Две ключевые темы обсуждались на Всероссийской конференции в Новочебоксарске. Форум уже во второй раз проходит на площадке Химпрома. Он проводится предприятием совместно с Чувашским госуниверситетом и региональным отделением Российского химического общества имени Менделеева. Среди участников конференции – ученые, студенты, работники самого предприятия. Свыше 100 человек из России, а также Белоруссии и Казахстана. Прежде чем поговорить о серьезном, участники конференции знакомятся с музеем Химпрома. За время работы предприятия интересных предметов собралось немало. В них история, события и люди. Среди экспонатов и средства защиты. Все это с удовольствием разглядывают приглашенные, успевая до начала пленарного заседания и круглых столов пообщаться с журналистами местных СМИ. Эта конференция интересна нам в том смысле, что она касается промышленной экологии. Поскольку Республика Казахстан и все страны бывшего, как и все страны бывшего СНГ, имела и имеет некоторый ряд некоторых предприятий, которые занимаются именно промышленным оборотом. И данная как раз-таки тематика касается экологических проблем. И поэтому тема моего доклада, она касается очистки сточных вод промышленных предприятий.
Этот форум имеет, пожалуй, свою особую атмосферу. Свободно, непринужденно и не политизированно обсуждать проблемы, обмениваться мнениями, делиться идеями и проектами, предлагать новые методы и подходы. По крайней мере, этого хотят сами организаторы, среди которых Химпром. Вопросам безопасности в силу специфики предприятия уделяется пристальное внимание, заверил собравшихся технический директор предприятия Юрий Ефимов, добавив, что хорошо представляют себе все последствия, которые возникают из-за нерешенных проблем. В качестве примера опыт Китая, которого так хотят избежать у нас. Я, к сожалению, видел на примере Китая, как 300 километров можно ехать и не видеть солнца из-за смога. Да? Вот это вот взрывная индустриализация, которая не учитывала экологических вопросов, она дает свои последствия вот такие. Мы не хотим идти этим путем, мы хотим идти путем обдуманным, согласованным, обсужденным с общественностью. Участники конференции как раз предлагают свои конкретные проекты, как сделать мир чище. Касаются эти работы малоотходного или вовсе безотходного производства, обращения с отходами и промышленной экологии. Сотрудник одного из вузов Виктор Иливанов из Чувашии, к примеру, предлагает улучшить асфальтобетон за счет вещества, что производят наши химики. В работе уже собраны конкретные результаты. Двигаемся по дорогам, возникают трещины, различного рода выбоины. И вот с этим мы пытаемся, бороться путем утилизации отходов Химпрома. Надеюсь, что у нас все получится. Какие-то идеи, высказанные на прошлой конференции, уже взяты на заметку. Но в целом от форума, где в большинстве своем студенты, научная общественность не ждет революционных решений. Просто старается окунуть будущих специалистов с головой в проблемы. Узких специалистов, которые значат что-то в технологии, очень трудно зазвать на такие конференции. Это первая часть. А во второй части сложностей многие узкие специалисты имеют обязательства перед своими фирмами по конфиденциальности и по каким-то другим вопросам. То есть есть какие-то связанности, и ограничивают они их деятельность. Если мы обсуждаем проблемы со студентами, у них нет этих ограничений, они свободно мыслят, у них нет вот этих производственных шор, которые мешают думать, и студенты более креативны. Им легче вкладывать в сознание то, что мы хотим от них получить в будущем. Эта встреча оказалась урожайной, как и прошлая. Каждый из представленных проектов, по оценке самих специалистов Химпрома, имеет рациональное зерно и представляет интерес. Так что вполне возможно, что уже в следующем году участники форума вернутся в Новочебоксарск, но уже с доработанными или свежими идеями. Ольга Григорьева, Евгений Анисимов, Республика. Их электорату не исполнилось и 10 лет, а в своих предвыборных программах они обещают исключить из меню манную кашу. Довольно необычная избирательная кампания на этой неделе отгремела в Цивильске. Здесь в очередной раз выбирали президента. Право голоса предоставили только детям. Но сторонние наблюдатели, среди которых был и глава Чувашского избиркома, на это закрыли глаза. Возглавит народный избранник небольшое государство. По замыслу в маленькую страну превратился городской детский сад «Родничок». Но голосование здесь провели вполне по-взрослому. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Подражать реальным выборам здесь стараются во всем. Как и во взрослой жизни, в детской предвыборной кампании были и дебаты, и постоянные встречи с избирателями. Своя программа здесь есть у каждого кандидата в президенты. С приходом на этот почетный пост все обещают изменить жизнь к лучшему. Став президентом, я буду стараться, чтобы в нашей группе детки слушались воспитательницу, соблюдали порядок, дисциплину. Потому что каждый человек должен соблюдать законы. Каждый человек должен быть настоящим гражданином России. В результатах этих выборов не придется сомневаться. Подкупить таких избирателей уж точно невозможно. За ходом голосования внимательно следят члены участковой комиссии. В ее состав тоже вошли воспитанники детского сада. На детских выборах все по-взрослому. Здесь тоже есть своя тайная кабинка для голосования. И заходить сюда можно только по одному. Свой выбор воспитанники детского сада делают с помощью вот таких вот бюллетеней. И уже по правилам взрослых выборов дети вбрасывают бюллетени в самую настоящую избирательную урну. Явка стопроцентная. Выборы завершились в считанные минуты. За это время к урне для голосования успели подойти более 30 ребят. Наступает момент истины, начинается подсчет бюллетеней.
За Диму Кузьмина 2 голоса. Так. За Машу Степанову 6 голосов. Вновь избранному президенту детского сада Даше Яшковой от своих соперников удалось оторваться сразу на 4 голоса. Соблюдаются все процедуры. Главе маленькой страны вручают удостоверение. Затем, как того требует Конституция, новоявленный президент дает присягу. Правда, пока то ли от волнения, то ли от счастья, ее она произносит с помощью воспитателей. Я благодарю, что меня выбрали президентом. И прощаю. Обещаю. Выполнить всю свою программу. Даша уже 4-й президент в истории детского сада. Победа на выборах обязывает ее ко многому. Воспитатели говорят, что она станет примером для подражания. Ради этого изначально и была задумана необычная игра. Эффект от нее есть. Эти ребята уже сделали шаг во взрослую жизнь. Немногие дети в их возрасте знают, что такое выборы. Эту девочку сегодня выбрали. Основной аргумент – это девочка очень добрая. И вот, вы знаете, в ходе вот этих всех выборов, вот все-таки основной аргумент у детей – это доброта. Именно доброта, поддержка, вот помощь. И здесь, конечно, девочка будет стараться именно сплотить коллектив. Ну, конечно, и помогать воспитателю, естественно. Для ребенка это очень яркое событие, яркое впечатление, которое останется на всю жизнь. И нам очень приятно, что это яркое впечатление связано с выборами. То есть вот если с такого возраста с детьми играть в выборы, то они уже понимают, что это действительно важно и что на выборы нужно ходить. И от выборов много зависит. Пусть они сейчас свою страну называют Цивильском, а президента страны называют Даша, но тем не менее они поймут, что они уже понимают, что есть президенты, что есть депутаты, что их выбирают, и выбирают их сами люди. Правда, президент в детском саду избирается всего лишь на несколько месяцев. В следующем году Даша пойдет в школу, а за ее место развернется очередная предвыборная гонка. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика. Чтобы человек снова пошел и пошел правильно, врачи и сами пациенты проводят кропотливую, утомительную работу. Врачи руками заставляют ноги пациента ходить. Только вот прогресс при такой терапии очень и очень медленный. Так было до 2001 года, когда был создан первый в мире робот «Локомат». Сегодня это устройство помогает детям и взрослым нашей республики встать на ноги. Прежде всего, нужно сказать о людях, которым может помочь и помогает эта машина. Частично парализованные люди, например, после инсульта, люди с ДЦП, имеют большой шанс вновь научиться ходить. Что для этого нужно сделать? Разрабатывать их ноги. Саша с мамой у нас пришли на лечение. Сейчас они пройдут к нам. Проходите, садитесь. У Саши детский церебральный паралич. С рождения он плохо ходит, но до центра травматологии добирается регулярно. Занятия мальчику очень нравятся. Роботизированное устройство состоит из беговой дорожки, над которой пациент зависает в системе ремней и, собственно, робота. Нагрузка на ноги регулируется системой противовесов. Каждая нога человека закрепляется в ноге робота. Ноги пациента фиксируются ортезами, бедра и голени, и чтобы ортез мог совершать движение за место ребенка. Самое интересное, что ноги машины не просто качаются взад-вперед. Компьютер, управляющий электродвигателями, имитирует естественную походку, у которой может регулироваться не только скорость, но и стиль. Теория нейропластичности гласит, если человек по каким-либо причинам утратил навыки ходьбы или их не было, он может встать твердо на ноги, если проделает одинаковые движения 400 раз. Наше оборудование позволяет повторить эти движения, запомнить, и в процессе движения уже человек все это запоминает, наш головной мозг запоминает вот это действие, и потом человек уже повторяет. Потому что эффект после действия, после этого занятия остается на месяц, на 2. К слову, тренировки проводятся 2-3 раза в неделю. Курс лечения составляет 25 занятий. Для пациентов они бесплатны. Специалисты отмечают, у пациентов с неврологическими нарушениями улучшается повседневная двигательная и эмоциональная активность. Ребенок или взрослый, который у нас проходит лечение, представляет себя аватаром. Он видит себя на экране и мотивирует свою ходьбу, мотивирует свои действия. И он себя видит мотивированным
мотивирует себя, у него улучшается настроение, он комментирует, он слышит звуки, радуется. В принципе, это все укрепляет наши условные рефлексы. Необычная терапия дает хороший результат. Уже после первого занятия ребенок пошел на поправку. Занятие у нас 4-й раз сегодня проходит. Ребенок радостный, довольный. Всегда приходит с улыбкой на занятия. Результаты мы тоже довольны. Он самостоятельно начал больше ходить, а так постоянно просился на ручки. Сегодня в республике на учете стоят 611 детей с диагнозом ДЦП. В мире немало случаев, когда результат после применения роботизированной механической терапии превзошел все ожидания. Поэтому надеяться на лучшее у мамы Саши есть все основания. Данифа Тагирова, Евгений Анисимов, Республика. Межрегиональная общественная организация «Чувашский национальный конгресс» отмечает 20-летие со дня образования. В торжествах по этому случаю примут участие члены Большого совета Чувашского национального конгресса, руководители и представители чувашских национально-культурных объединений в субъектах Российской Федерации и зарубежных странах, органов власти Чувашской республики, делегации районов и городов республики. Первый съезд Чувашского национального конгресса состоялся в октябре 1992 года в Чебоксарах. Мы старались осознать какое-то единство чувашской нации, разбросанной по разным городам, весям, тогда уже Российской Федерации, но до этого Советского Союза. Это известно, что более половины чувашской нации живет за пределами Чувашской республики. Ну а потом, когда произошел распад Советского Союза, некоторые оказались вообще за границей, в ближнем зарубежье, скажем так. В Казахстане, на Украине, Молдова, Эстония, Латвия, везде есть какое-то количество чувашей. И было желание создать такую структуру, которая могла бы в какой-то степени объединить этих чувашей. Были в то время, возникли до Конгресса в разных местах различные чувашские общественно-культурные организации, центры и так далее. Они уже существовали. Но они действовали в пределах своей территории такой небольшой. И как-то объединить, чтобы эти усилия, и был создан Чувашский национальный конгресс. Сегодня Чувашский национальный конгресс объединяет все национально-культурные общества, центры, действующие на территории Чувашской республики и среди чувашской диаспоры Российской Федерации, Содружества независимых государств и зарубежья. Их ровно 90. И многие направили своих делегатов на общий сбор конгресса, который пройдет 27 октября в Чебоксарах. Театр оперы и балета торжественно и в то же время по-семейному отметил 25-летний творческий юбилей художественного руководителя и главного дирижера Ольги Нестеровой. Несмотря на торжественную дату, весь вечер Ольга Нестерова была на сцене за дирижерским пультом. Она пришла в театр в 1987 году, и с тех пор ее жизнь неотделима от театральной. Усердие и сила воли Ольги Нестеровой кажутся неисчерпаемыми. Фестивали, премьеры, спектакли, концерты и гастроли. Такое обилие событий и темп жизни, который она выдерживает, далеко не каждому по силам. Но это ее жизнь, ее путь, который она выбрала сама с детства. И даже в свой юбилей она говорит не о себе, а о театре. Я очень рада, что наш театр сегодня живет достаточно плодотворной жизнью. И мы проводим фестивали, мы готовим премьеры очень серьезных произведений, таких как опера «Аида», посвященная 200-летию со дня рождения Верди. Я очень рада, что в нашем коллективе работают очень талантливые артисты, как балетный цех, так и цех вокалистов, цех оперный, замечательные у нас музыканты в оркестре. Этот концерт, посвященный творческому юбилею, был составлен из поздравлений артистов. В зале собрались друзья, коллеги и поклонники творчества Ольги Нестеровой. Арии, балетные номера и оркестровые сюиты смешались в фееричном потоке, увлекая за собой зрителей. Сергей Фишер, Андрей Спиридонов, Республика. Бронзовой чемпионке Олимпиады Татьяне Архиповой вновь достался приз. За заслуги перед республикой, за выдающиеся спортивные таланты и профессионализм, за волю к победе. Без награды не остался и Татьянин тренер Михаил Кузнецов. Татьянина бронза за последние 2 месяца ничуть не померкла. Заслуги Архиповой по-прежнему вызывают уважение. Поэтому, Тань, спасибо тебе еще раз огромное.
за то, что ты сделала. Честно скажу, для многих это было неожиданно, наверное, в том числе для меня, хотя надежда была, но я также понимал, что это практически невозможно. И это невозможно ты вместе с Михаилом Павловичем сделала. Как и было обещано главой Чувашии, марафонка и ее тренер получили квартиры. Ключи без 5 минут новоселам вручил глава города Леонид Черкесов и генеральный директор ООО «Честер Инвест» Валерий Тарасов. Именно эта компания и построила квартиры для выдающихся спортсменов. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Приятных вам выходных. До свидания.